наш процесс управления графиком с использованием Trello для актуализации хода выполнения работ. Процесс управления графиком и бюджетом – это один из процессов управления своим проектом. После того, как мы определили устав проекта, после того, как мы составили график проекта, мы утвердили график проекта, мы приступаем к выполнению работ в проекте. Приступив к управлению работами в проекте, мы должны управлять графиком и бюджетом проекта, мы должны управлять неотложными вопросами, управлять изменениями, коммуникациями и другими процессами. У нас есть процесс управления графиком проекта и сбором информации о ходе выполнения работ с использованием Trello. После того, как начался наш проект, нам необходимо добавить в карточку проекта чек-лист в доске портфель проектов. В чек-листе мы должны добавить все продукты поставки, которые мы собираемся получить из плана по вехам вместе с их датами. Либо вехи, ключевые вехи, на которые мы должны получить определенные продукты. Следующим мы должны установить due date в карточке нашего проекта на дату первого неполученного продукта. Далее мы создаем доску нашего проекта. Доска нашего проекта будет центром интеграции хода выполнения работ, то есть местом получения информации о том, какие работы и как движутся по нашему проекту. То есть своего рода способ коммуникации с командой проекта и получения отчетности от команды проекта. Далее необходимо добавить пользователя этой доски спонсора и портфельчик. У нас есть такой пользователь в Trello, Andy Group Portfolio. После этого мы копируем карточку нашего проекта из доски у портфель проектов, копируем нашу доску проекта в колоночку Project Backlog. На примере я потом чуть позже покажу, как это делается. Суть такова этого действия, что мы должны скопировать все наши продукты, чтобы нам было проще потом дальше с ними работать и создавать работы. И далее мы должны следить за тем, чтобы у нас постоянно, минимум на месяц вперед, были набраны продукты поставки. Мы из нашей карточки проекта конвертируем в отдельные продукты, в отдельные карточки продуктов все ближайшие поставки на ближайший месяц. То есть у нас минимум месяц должен быть декомпозирован на продукты, которые мы хотим получить. Это мы делаем регулярно. У нас должно быть минимум на месяц составлен план по поставке продуктов с датами. Следующим этапом мы должны ежедневно, рекомендуется каждый четверг в 10 утра, рассматривать, собирать спринт-бэклог на следующую неделю. То есть мы рассматриваем то, что мы уже выполнили, собираем поставки на следующую неделю, собираем продукты, которые мы собираемся получить. С командой проекта мы декомпозируем эти продукты. Мы раскрываем их на те работы, которые необходимо будет выполнить для того, чтобы получить эти продукты. С командой проекта согласовываем перечень необходимых этих работ, согласовываем сроки, они подтверждают нам эти сроки. Дальше мы добавляем карточки продукта, перечень этих работ в виде чек-листа на доске нашего проекта. Исполнитель этих работ берет себе работы эти в работу, выполняет работы. После того, как выполняет, отмечает галочками за завершенные эти работы, завершенные поставки. После того, как все работы по данному продукту будут завершены, он эту информацию перетаскивает карточку в пул приемка тестирования. Руководитель проекта видит и будет принимать дальше этот продукт. Вернемся чуть-чуть назад. После того, как мы на еженедельном собрании выдали поручение, нам необходимо на ежедневном собрании команды проекта, опять же таки за эти 15 минут, рассмотреть ход выполнения работ по каждому продукту, чек-листе проверить, что изменилось, что у нас произошло, какие выполнены поставки, определить управленческое воздействие, если вдруг у нас не произошли никаких изменений, либо там были какие-то задержки, актуализировать график проекта. Это руководитель проекта актуализирует график в MS Project. Таким образом мы получаем ежедневно актуализированный график проекта, ежедневно задание на день для исполнителя. Далее мы переходим, руководитель проекта переходит в состояние ожидания поставок. После того, как исполнитель работы выполнил работу и переместил карточку в пул приемка тестирования, руководитель проекта получает эту информацию и принимает эту работу. Если он принимает эту работу, то карточку перемещает в пул выполнено за период, отмечает результат в чек-листе на доске портфель проектов, актуализирует свой график проекта Microsoft Project и опять переходит дальше в состояние ожидания следующих поставок. Если же поставку не получаем, то карточку продукта перемещаем обратно в Sprint Backlog на доске проекта, добавляем комментарий, почему мы не приняли эту работу, и сообщаем об этом исполнителю. Исполнитель видит нашу карточку, забирает себе работу на переделку. Таким образом, у нас все выполненные работы, все выполненные поставки будут накапливаться в колоночках по определенным периодам.
Вот и весь процесс управления графиком. Он цикличен, мы должны это делать с регулярностью, с периодичностью с определенной. Прием результатов мы должны выполнять по мере поступления результатов, по мере того, как у нас есть какие-то результаты. Актуализация и контроль хода выполнения работ ежедневно. И декомпозиция каких-то продуктов на сегодняшний, либо там на дальнейший день. Ежемесячно мы должны определять, какие продукты мы собираемся поставлять в этом месяце.